Постоянно читать, запоминать, выучивать наизусть, размышлять, рассуждать сердцем о божественных словах. Постоянно надо этим заниматься. Хотите быть счастливы? Хотите благодати Божией? Хотите быть защищенными? Хотите иметь услышанными молитвы ваши? Хотите, чтобы просьбы ваши исполнялись? Хотите же, правда, хотите? Так что вы думаете? Что вы за свечки выторгуете у Бога благодать Божию? Я тебе свечку, ты мне благодать никогда в жизни. Хоть все свечки зажги в мире, это ничего не стоит. Свечки ничего не значат, абсолютно ничего. Ну, разве что красиво, и в храме тепло. Хотите иметь Божию благодать, изучайте Священное Писание, кайтесь перед Богом в грехах своих и молитесь Богу на всякий час духом. Молитесь Богу на всякий час, на всякое время и на всякий час. И Священное Писание любите. Бросьте вон газеты. Выбросьте ваши гаджеты все эти заразные все эти экраны, эти все социальные сети ваши, эти все интернеты, это все паскудство, это все телевизоры все повыключайте. Читайте Священное Писание. Хотите иметь Духа Святого? Читайте Священное Писание. И в храм Божий приходите как можно чаще. О том, что в воскресенье вы все должны быть в храме Божьем, я даже не говорю. Это настолько общее место, что стыдно об этом говорить. Воскресенье, как штык, будьте здесь. Вот сегодня суббота, а некоторый лентяй скажет: я вчера в субботу был, в воскресенье посплю себе. Ведь много таких злодеев здесь стоит, 100%. Вот сегодня причастилось там 90 человек, а завтра придет 50 в воскресенье. А в воскресенье, скажу я вам, больше всех ангельских праздников. На Николая приходит 500 человек, а в воскресенье 25 человек. Злодеи. Безбожники, негодяи, преступники, презрители Божьей благодати. Николая любят, а Христа воскресшего не любят. Михаила любят, а воскресшего Христа не любят. Вас должно быть в 5 раз больше завтра, чем сегодня. И не думай себе, что вчера я уже был, завтра не пойду, потом опять пойду, когда захочу пойду, хочу не пойду. Это злодейство бросьте. Бросьте, закопайте его и забудьте его. В воскресенье каждый будь в храме. И ни одного дня не проводите без молитвы. Ни одного дня. Утром проснулся, глаза разлепил. Прежде чем сигарету закурить, или зубы почистить, или яичницу жарить, или телевизор включать, Богу помолись. Непременно. Прежде чем на кровать лечь, ухом на подушку, Богу помолись. Из дома выйти, Богу помолись. Домой вернулся, поблагодари Господа. За руль садишься, Богу помолись. Из-за руля встал, Богу помолись. И в храм идти как можно чаще. А в воскресенье просто как штык. Просто как штык. Не смейте в воскресенье в храм не ходить. Иначе тот же Михаил, который вас всех здесь посчитал и записал в книжечку, он вам головы поотвинчивает. Вы чего это, Михаила чтите, а Христа воскресшего нет? Николая, покров Божьей Матери, там, допустим, еще что-нибудь, Спиридона здесь, набьется здесь толпа, понимаешь, праздношатаев, на Спиридона здесь задыхаться будут люди, на Спиридона. А в воскресенье почему не задыхаетесь? Почему меньше у вас в воскресенье? Что, Спиридон Христа больше? Это злодейство, христиане, поймите. Христа нужно чтить в воскресный день. Это самое главное. Поэтому все здесь стоящие, примите эту метку. Это черная метка вам. Михаил слышал. Он вас и накажет. Он может защитить, он может вам головы посвинчивать. Он и посвинчивает, между прочим. Он и сегодня кое-кому уже головы свинчивает, потому что заслужили. Чтобы он нас защищал, нужно хвалить Бога и приносить славу тому, кто выше всех. Это Христос. Не Николай Чудотворец, не Спиридон Тремифунский, не Матерь Божия даже, и не Михаил Архангел, а Христос воскресший. Это царь людей и царь всех ангелов. Это царь неба и земли. Ему все отдано в руки, он всеми командует. Его любите, его чтите, его Евангелие читайте, его заповеди исполняйте. Ему служите, перед ним колени преклоняйте. Ему поклоняйтесь, Христу, Спасителю, от Девы родшемуся, на кресте распятому, во гроб легшему, из гроба вставшему, на небо вознесшемуся и паки грядущему судите, живым и мертвым, его же царствию не будет конца. Вот это вера православная, все остальное добавится. Вот это есть православие, а все остальное добавится. И лампадки, и свечки, там, и все эти праздники, там, и то, и все, и всякие обряды, как креститься, как молиться, как поклониться, что почитать. Это все потом добавится. Христос во главе угла. Он альфа и он омега. Он начало и он конец. Все от Него, через Него и к Нему. Он самый главный. Слава Тебе, Иисусе. Храни нас и милуй нас. Любим Тебя, каемся пред Тобою, хвалим имя Твое, не оставляй нас. Умножи верующих в Тебя. Да народ Божий
сложится, обожится и умножится. Аминь. Поздравляю с причастием и надеюсь, что вы не просто слышали, но еще и слушали. И не просто услышали, но еще и поняли. И не просто поняли, но еще и сделаете. Если сделаете это, вам будет хорошо, и мне будет хорошо. Если не сделаете, мне будет хорошо, а вам будет плохо. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.